долететь, кстати. Да, это дешевле, чем долететь до Стамбула, если мы будем говорить, например, еще о Турции. Чуть позже обсудим это с экспертами. Прямо сейчас у нас на связи Магомед Ялхара, гид-экскурсовод по Северному Кавказу. Тоже замечательные места там есть. Давайте узнаем, какие, что расскажет нам Магомед. Магомед, здравствуйте. Да, выходит к нам Магомед из Чечни. Не зря тоже просчитывал, сколько стоит билеты до Грозного. Здравствуйте. Добрый день. Итак, расскажите, сколько нужно готовить примерно, чтобы вместе с вами изучать красоты Северного Кавказа? Во сколько может обойтись путевка? Если говорить о Северном Кавказе, это немножко больше, чем Чеченская Республика. Безусловно. В принципе, вы задали правильный вопрос. Большинство моих туристов так и ездят. Они начинают прилетать, например, в Осетию, Владикавказ, и пересекают дальше в Северную Осетию, Ингушетию, Чеченскую Республику, в Дагестан и улетают из Махачкалы. То есть, купив билет, например, в Владикавказ, можно проехать весь Северный Кавказ и улететь из Махачкалы. То есть по билетам, да, в пределах 8-9 тысяч. Внутренняя логистика передвижения по региону, она немножко сложновата в связи с тем, что электричек нету. А мало кто из туристов хочет ездить на маршрутках и автобусах, не слишком это удобно. Приходится нанимать местного гида с транспортом. Да, вот местный гид с транспортом обходится от 10 до 15 тысяч по региону. То есть, считай, 5 регионов, и умножайте там на 5, на 15. То есть, получается 65-70 тысяч. А если Магомед, плюсовать, давайте сразу с жильем разберемся просто. Я просто хотел еще про гида этого спросить. Он насколько арендуется? 10-15 тысяч – это по одному региону, на сколько дней и куда он привезет? Я говорил про один день. Про один день. Один день 10-15 тысяч. Все. Нет, это не просто гид. Он гид с автомобилем. Понятно, да. И если говорить о размещении, во-первых, просто ли найти, путешествуя по разным территориям Северного Кавказа, места, где можно остановиться, и во сколько примерно тоже может обойтись? Все горные отели, они в основном трехзвездные, и цена 2500 стандартный двухместный номер. Одноместный номер 1700-1800 рублей. И если семья, там уже улучшенная планировка. В принципе, отелей хватает. У нас были проблемы, что они были загружены, пока Турция была закрыта. То есть, майские наплывы, понятно, это праздничные дни. Сейчас, в принципе, загруженность отелей на 40-50%. Я сейчас сам путешествую с семьей из Хабаровска. Они приземлились в Минводах. Первый день был в Эльбрусе. Теперь мы в Осетии и дальше поедем до Дагестана. Это, в принципе, очень экономично и логично. То есть на одну Чеченскую Республику хватит 4 дней. Если человек хочет провести недели полторы, то это самый оптимальный маршрут. Магомед, вот этот маршрут, он этой семье, с которой вы сейчас путешествуете, по прикидкам во сколько обойдется? Если взять все в целом. 6. Я понял. 6 дней это 610, 60 плюс 30, 80, 90, где-то 100-120 тысяч. Если говорить о пунктах важных на каждой территории, что обязательно нужно посмотреть? Как составить такой маршрут? Давайте примерный дадим для той же самой семьи, которая уже понимает, сколько надо потратить. Что вы предложите? Первое, конечно, это Эльбрус. Эльбрус – это такая ключевая точка, с которой лучше стартовать. Следующий пункт – это уже Осетия. Здесь, конечно, Феогдон, Даргавс. Или, например, Цейское ущелье. Следующий пункт Ингушетии – это заповедник Джейрах. Это одно из самых красивейших мест. Такое место локализованное, средневековье. Оно так и осталось консервированное в 16-17 веке. Следующий пункт – это Козиной Ам, Чеченская Республика. Как раз картинка пошла с Козиной Ам. И следующий пункт – это в Дагестане, конечно, мы его так называем дагестанский Мачу-Пикчу. Это заброшенное село на вершине горы, Гамсутр называется. Оно чем-то напоминает Мачу-Пикчу, и оно очень раскрученное место. Поход в Сулакский каньон. И финишная точка Дербент. 2-3 тысячи лет, как говорят местные, по оценкам 2000 лет. Тем более сейчас серьезно в него вкладываются спонсоры, и Дербент станет жемчужиной Северного Кавказа.
Да, Магомед, еще такой вопрос. Большинство россиян, ну, обычных россиян, которые не занимаются, не увлекаются таким вот частным туризмом, индивидуальным, они больше, ну, как бы бронируют билеты через там турагентства, поисковые специальные порталы. Как, например, с вами связаться, с подобными гидами? Как на них можно выйти, на вас вот в частности, чтобы вот организовать такой себе отдых, такую поездку? Ну, Как о вас Я вас узнать вообще? услышал. Да? Ага. я вас услышал. Есть турагрегаторы, Так. например, Tripster. Есть турагрегаторы Туристер.ру. Все гиды Северного Кавказа там представлены, в том числе я со своей командой. То есть это серьезные турагрегаторы, которые формируют индивидуальные экскурсии, групповые. Там уже как бы обозначена стоимость. В принципе, туристу ничего не надо просчитывать. Он просчитывает только билет и ночевку. А сами экскурсии там уже со всеми маршрутами, со всеми стоимостями обозначены. Они бронируют там предварительно 20%, оплачивают и все, и приезжают на готовое. То есть это для тех, кто не хочет большие делать. И для тех, которые индивидуальные экскурсии, например, только в Чечне или только в Северной Осетии. А если он хочет логистику, тогда просто выходить на Туристер.ру или на Гиды.ру или на персональные гиды. Столько турагрегаторов сейчас прямо... Ну, понятно. В общем, через турагрегаторы там можно все найти, все узнать. Магомед, много вопросов от наших телезрителей. Вот, например, из Москвы. А если групповые туры по Кавказу, а то одинокой девушке немного страшно. Она оговаривается, извините, если это стереотип. Вот коротко, буквально. Во-первых, вопросы безопасности. Много таких сообщений, насколько сейчас все это легко осуществить. И второе, к чему нужно быть готовым, приезжая? Как подготовиться, чтобы не обидеть никого? Как правильно, правильно одеваться? Что почитать об обычаях? Да. И смотрю, например, посты в соцсетях от друзей, которые сейчас тоже в Дагестане, путешествуют и так далее. Они вот часто говорят о том, что действительно нужно прям очень хорошо почитать, подготовиться. Условно свой местный колорит. Например, практически не работают никакие договоренности. Там свое время, свои какие-то нюансы. Нужно быть готовым, что в какое-то конкретное время какая-то встреча может не состояться. Вот безопасно ли и к чему нужно и как подготовиться? Вы знаете, как всегда, на рынке есть разные люди. Поэтому лучше работать с проверенными гидами. Меня слышно, да? Да, слышно, Да, говорите. прекрасно слышно. Да. Лучше, конечно, работать с проверенными гидами и работать с отзывами. Не выходить на знакомые там случайные телефоны в интернете. Или в Авито, тем более, когда у него там вообще отзывов нету. Лучше проверять через отзывы, через сайты. Это самое надежное. Проверить человека. Это во-первых. Во-вторых, для групповых туров. Групповые туры, в основном у нас туры выходного дня. Это те люди, которые приезжают в Кисловодск, Минводы. Они на 1-2 дня приезжают в Чечню. А если человек хочет в групповой тур попасть, например, из Москвы или из Петербурга, конечно, лучше ему договориться с какой-нибудь турфирмой, потому что, приехав сюда, попасть в групповой тур будет очень сложно. Группа будет уже сформирована и уже логистика будет выстроена. Ну да, можно какой-нибудь индивидуальной группе попросить, и человека включат в группу. Но лучше, конечно, через турфирму, которая является как бы туроператором, и нам уже как бы выдает эти группы уже на обслуживание. Эти фирмы известны, их можно спокойно найти, набираешь «Кавказ Тур» и сразу выскакивает в интернете. И там же, в принципе, и есть уже у нас и свои туроператоры, которые тоже на рынке существуют. И я так понимаю, Магомед, все нюансы там туроператор разъяснит, да. объяснит, как одеваться, может быть, там в горах холодно, где-нибудь там жарко и так далее. По поводу нюансов. Есть очень простые нюансы, которые можно не обсуждать. Первое. Меня слышно? Да. Первое. Просто открытую декоративную одежду не любят нигде на Северном Кавказе. К ним относятся снисходительно, но все-таки, как говорится, футболки, топики, шортики не работают. Понятно. И все. Больше других нюансов нету. Единственное, Чечня выделяется тем, что нет спиртного, но оно продается там в специализированных местах. А так по Северному Кавказу, в принципе, то же самое в России. Единственный момент, к которому должен быть готов человек, если он открыто и резко одевается, то к нему будет повышенное внимание. Вот и все. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Магомед Ялхара, гид, экскурсовод по Северному Кавказу, был с нами на связи. Послушаем. Огромное количество